Здравствуйте, вы смотрите интервью на информационном портале LoveMD. Сегодня мы поговорим о политической ситуации в Гагаузии, о том, как складываются взаимоотношения в законодательном органе автономии и как планируют депутаты голосовать за проект бюджета на 2023 год, который был принят в первом чтении депутатами буквально на прошлой неделе. И сегодня об этих и других темах мы поговорим с депутатом Народного собрания Гагаузии Николаем Дудого. Здравствуйте, Николай Харлампич. Здравствуйте. Рад вас приветствовать на студии LoveMD. Тем на самом деле очень много для разговора и для того, чтобы услышать и ваше мнение. Одна из них — это все, что связано с бюджетом Гагаузии, потому что история с бородой, потому что мы знаем, что на 2022 год и Башкана обжаловала бюджет, за который голосовали все депутаты единогласно, и он был буквально в конце октября отменен решением Высшей судебной палаты. И сейчас обсуждается бюджет на 2023 год и имеет, по сути, такую же историю, как предыдущий бюджет, позапрошлый бюджет, который принимали с трудом тоже ваши коллеги предыдущего состава Народного собрания. На ваш взгляд, почему так происходит на протяжении нескольких лет? Потому что основной из аргументов, который представляют ваши коллеги, и он обоснованный, то, что исполнительная власть искусственно увеличивает доходную часть бюджета, для того, чтобы быть более свободными потом в распределении бюджетных средств. На ваш взгляд, почему депутатам не удается на протяжении уже 3-4 лет, как минимум, поменять эту ситуацию в другую сторону? Виталий, еще раз здравствуйте. Большое спасибо, что пригласили. Я считаю, что почаще нужно приглашать и не только меня, но и других депутатов, потому что нужно об этом говорить. Нужно об этом говорить вслух. То, что сегодня происходит в Гагаузии, я, честно говоря, я удивляюсь этому, потому что если я думал, что новый созыв Народного собрания, в принципе, об этом говорили, и большинство депутатов говорили, что после избрания, в принципе, первым вопрос станет для того, чтобы убрать коррупцию из нашего региона, то сегодня все забыли. Все забыли. Дополнительные союзы, которые у нас в Народном собрании появляются новые, дают возможность, что фактически творить то же самое и сейчас. Новый бюджет Гагаузии, я скажу, что это мина замедленного действия. Нельзя было принимать этот бюджет. Если по прошлому году были споры, в конце концов Народное собрание приняло, и это было наверняка впервые в мире, что суд отменил решение народных избранников, законников, то в этом году оно начинается с того, что мы видим, что какой-то внутренний союз есть внутренние переговоры, которые договариваются, группа депутатов с исполкомом Гагаузии, наверное, конкретно с Башканом Гагаузии, который толкает этот бюджет для того, чтобы его быстро-быстро приняли. Поэтому на прошлом заседании это было одним из основных вопросов, которые нужно было просто цифру принять. А что значит принять цифру? Все кричали: да мы же потом будем смотреть по статье, там разберемся, плюс-минус, куда дать, куда не дать. А вот миллиард, более 300 миллионов лей нужно срочно принять, утвердить и потом разбираться с расходной частью. Я считаю, что невозможно такой бюджет собрать. Мы видим, какой тяжелый год у нас, в принципе, заканчивается тяжело, а следующий год будет еще тяжелее. И то, что энергоресурсы сегодня у нас очень дорогие, и электричество, и газ, это оттолкнет очень многих предпринимателей, которые, может быть, временно, закроют свои предприятия, закроют свои магазины. То есть малый бизнес, скорее всего, пострадает. Ну а налоги кто платит? Бизнесмены платят налоги. Если рассчитывать, что аграрники вытянут всю Гагаузию, то мы видим, что и у них и в этом году есть проблемы, и следующий год, возможно, при таких энергоресурсах у них тоже будет тяжелый. Поэтому я считаю, что этот бюджет невозможно собрать. Я отлично понимаю сегодня и группа депутатов, которые толкают этот бюджет, и исполком Гагаузии. Но это делается для того, чтобы у нас намечены выборы в апреле месяце уже следующего Башкана Гагаузии. Напоследок, как говорится, включить те статьи, которые они захотят, и провести те махинации, которые запланированы. Я считаю, что это конкретно коррупция. Потому что в этом году запланированы накопложения плюс ремонта крыш школ более 100 миллионов лей.
Я лично предложил, и Чимпаеш, и некоторые другие депутаты поддержали, потому что мы сегодня входим в зиму с такими энергоресурсами, и мы видим, что люди запуганы, люди уже многие уезжают, но куда денутся старики, куда денутся наши одинокие люди, самые малоимущие, они, естественно, останутся здесь, они не перезимуют, невозможно с такими ценами перезимовать. И мы предложили для того, чтобы исполком Гагаузии, как говорится, пускай они это сделают, чтобы не говорили, что кто-то тянет на себя, популизм и все остальное. Мы предложили, что исполком Гагаузии аккумулируйте эти 100 миллионов лей, которые вы хотите дать на кап вложения, ремонт крыш школ, для того, чтобы сделать резерв и помочь людям, для того, чтобы оплатить именно в зимний период газ, электричество. Это если разделить на каждый дом, это 20-30 тысяч лей. Но если еще и посмотреть, где это надо, где не надо, то многие семьи могут получить и 30, и 35 тысяч лей. Это хватит полностью для того, чтобы люди оплатили в зимний период все услуги. Если мы людям поможем, что они снимут проблему тепла, тогда жизнь у нас в Гагаузии продолжится, как и сегодня идет. То есть будет покупательский спрос. Люди будут ходить на рынок, магазины, покупать продукты, покупать одежду. Ведь мы сейчас видим, я вот знаю многих людей, которые работают на рынке и говорят, что покупательский спрос упал полностью, люди замерзают, ничего не продают. Но это только у нас ноябрь закончился, декабрь. А что будет у нас декабрь, январь, февраль? Поэтому если мы не пойдем по этому пути, естественно, что налогов на следующий год мы не соберем. И говорить, что мы 1 347, по-моему, миллионов, ну, сократили примерно где-то на 20, это нереальная цифра. Это делается для того, чтобы до апреля месяца принять бюджет и провести тендера. И мы отлично понимаем, кто проводит тендеры, сейчас не буду много говорить, но это вопросы уже коррупционного направления, которые должны заниматься те структуры, которые им занимаются. Поэтому я считаю, что зачем нам зимой принимать капвложения, ремонты, когда мы зимой же не будем эти работы выполнять. Я предложил, чтобы вернуться к этим вопросам июль месяц, летом. Зимой даже не планировать. Будут деньги, значит займемся. За 8 лет почему эти крыши не ремонтировали? Сейчас набрали аж 15 крыш школа. 16, даже 16, добавился Буджак. 16 крыш. Я за ремонт этих зданий. Мы это должны делать. Но планово должны делать. Я даже предложил директорам, некоторым, которым я имел беседу, которые, в принципе, уверяли меня, что это нужно, обязательно. Я говорю, да, обязательно нужно. Хотя я изучил, что уже ремонт этих крыш не такие уж и глобальные, что пару шиферов поменять, еще какие-то проблемы. Там можно это как-то хозспособом, какими-то малыми средствами, временно тем дальше. Но я сказал, что вы соберите своих учителей. Это люди, которые живут в Гагаузии, у них есть семьи. И скажите, что как лучше в этом году каждому учителю, то есть каждой семье выделить по 30 тысяч лей, 20-30 тысяч лей, или же отремонтировать крышу нашей школы. Уверяю, 100% скажут, давайте в этом году поможем нашим людям для того, чтобы мы не искали работу за рубежом, чтобы мы не выживем. А потом на следующий год вернемся, и крыша, всем остальным. Что я думаю, что так не может продолжаться долго. Все равно я думаю, что если в этом году не успеет, на следующий год какие-то решения будут приниматься. Поэтому бюджет этого года, я за него не голосовал. К сожалению, не голосовало еще несколько человек, но группа большинства все-таки получилась. Это большинство вошли, группа Константинова, само собой, ну и еще некоторые группы, которые, в принципе, я уверен был, что они не будут голосовать, но они голосовали. Для того, чтобы протащили эту цифру, которая есть. Эта цифра сделана для того, чтобы всем угодить. Вот давайте 1 300 миллионов и вам дадим. Ну а кто, в принципе, тратит бюджет? Кто подписывает документы о выделении средств? Башкан Гагаузии. И определяет приоритеты. Так я уверен, что приоритеты, пока башка не уйдет, будет принято именно то, что они сегодня выдвигают, то, что даже в бюджете не должно быть, это мое мнение. А то, что нужно, оно останется на потом. Кто гарантирует, что у нас в август, сентябрь, октябрь следующего года не получится так, что бюджет не выполняется на сотни миллионов лей, и мы не сможем даже зарплату людям оплатить? Кто гарантирует? Никто не может это гарантировать. Одни уходящие
другие еще не пришли и даже не заявились. Что в этом году мы видим, что, несмотря на то, что башкирские выборы близко уже, но нету жестких заявлений, как будто это никому не надо. То есть даже будущие кандидаты об этом молчат. Только некоторые депутаты, которые чувствуют, что что-то происходит опасное, очень опасное. Не зря я назвал, что принятие бюджета в первом чтении – это мина замедленное действие для Гагаузии. Николай Харламович, если коснуться вопроса о взаимоотношении в Народном собрании, потому что несколько заседаний назад мы помним, когда на повестке дня был включен вопрос о голосовании за исполнительный комитет, что он вызвал ряд разногласий среди большинства, вернее сказать, в рамках фракции ГГУ-СИСИ, которая себя позиционировала как самая большая фракция, которая в принципе, и избрала руководство Народного собрания, благодаря чему и возможно было начало функционирования Народного собрания. На ваш взгляд, что происходит на самом деле в Народном собрании? И если этот раскол или по-прежнему эта фракция существует? И как голосуют депутаты? Знаете, я Дмитрий Георгиевич пожал руку и сказал, что ты провел всех. Потому что когда шли выборы, когда, в принципе, мы очень долго выбирали председателя Народного собрания, тогда ближайшие депутаты Константинова, да и он сам частенько об этом говорил, что с Ириной Федоровной будем разбираться по всем схемам, по всем коррупционным направлениям, которые выявим, проверки, прокуратура, чиня, все органы, будем писать, разбираться, вплоть до того, что некоторые кричали, что башканам наручника заберем, даже будет выражено недоверие. Где это все? Это было в начале. Это, в принципе, и дало возможность Константинову стать председателем. Что я знаю, там несколько депутатов, которые не были сторонниками Константинова, но они были чем-то обижены или где-то недовольны действиями Башкана, поэтому они поддержали Константинова, потому что им нравилось то, что он озвучивает. В конечном итоге мы перед той сессией, которая, я скажу, останется, наверное, историей в Гагаузии, история предательства, которая, я считаю, что группа депутатов во главе с председателем наверняка не посоветовала всей группой, потому что в группе оказались несколько человек, гагаузских, которые созданы, которые были очень недовольны. Не зря Чимпаеш, который мы, все наверняка телезрители, знают, что мы долгие годы являемся, как говорится, оппонентами, мы ругаем друг друга, где-то я недоволен, где-то он недоволен мной. Но в тот момент он меня удивил, потому что он первый, потому что он больше вхож на Народное собрание, я прихожу только на сессии, разве что могу посмотреть, когда уже повестка дня есть, по тем вопросам, которые у нас есть. Он больше вхож, и он первый выявил, что в Народном собрании, как говорят сегодня в Камрате, состоялась свадьба, что Башкан Гагаузии, непонятно как, через кого, или сама, или через кого, все-таки уговорила Константинова, что Константинов пошел на некоторые вещи, которые сегодня никто не может понять. Как можно было, будучи открыто заявляя, что он готов идти на какие-то крайности против Башкана, совместно объединиться и принять бюджет прошлого года. Поэтому Чимпаеш открыто сказал: вы меня предали, вы нас предали, потому что Гагаузия, которая создана была, она, в принципе, имела другое направление, что она должна была другим заниматься, а сегодня Гагаузия голосует, как скажет руководитель региона. Я внимательно послушал выступление Чимпаеша. Я, естественно, что я голосовал за этот бюджет до этого, пока он не был отменен в суде. Но после этого, когда суд отменил, я считаю, что больше незачем даже смотреть на этот бюджет, потому что мы допустили то, что не должны были допускать. Я считаю, Народное собрание должно было протестовать, дальше бороться до конца и все-таки довести до конца. Все-таки 35 депутатов голосовали, но это не было сделано. Поэтому я заявил свою позицию, что, может быть, я даже готов был голосовать, но несмотря на что столько унижений, сколько обид я терпел от этого исполкома, они не давали мне работать и даже тренерам Гагаузии, и моим сторонникам. Но видя такую свадьбу, которая происходит, конечно, я в этом участвовать не намерен. Поэтому я не голосовал. Но проголосовали, и с того дня группа большинства, все спрашивают, все оглядываются, а что там творится? А Гагаузия еще существует или нет?
И скажу, что на прошлой сессии я со стороны наблюдал, я не вмешивал в их дела, как бы особо даже не интересуюсь, но я видел, что снова несколько депутатов не голосуют в основной группе, потому что на первое чтение бюджет этого года не голосовал тоже Чимпаеш, по-моему, Тарновский, кажется, Миша Железоглу. Я не буду уверять точно, я так краем глаз смотрел, потому что я, в принципе, свою позицию излагал. Я выступал с выступлением, что за этот бюджет нельзя, потому что это фактически мы следующего, кто будет башканом Гагаузии, полностью подставляем новое руководство Гагаузии. Да всю Гагаузию подставляем. Николай Харламович, если мы говорим о ситуации в Народном собрании, да, то есть это было большинство устойчивое, которое сформировало из числа своих же членов фракции руководство Народного собрания, да? То есть все председатели комиссий, весь президиум тогда был избран из числа сторонников или депутатов, которые подписали известную декларацию о создании этой фракции. Сегодня, судя по всему, ситуация немного изменилась, то есть, да, то есть, но во всяком случае есть большая группа блока коммунистов и социалистов, есть депутаты, которые симпатизируют или находятся как бы в каких-то формированиях, возглавляемым Петровым, и есть группа Карасини, но если условно называть в Народном собрании. Есть ли сегодня какие-то предпосылки к тому, что, например, может быть переформатирован, к примеру, президиум Народного собрания? Ну, видите, я считаю, что пока не идет такой об этом разговор. Почему? Потому что группа, мы говорим, Башкана Гагаузии, туда входит несколько депутатов, хотя не знаю, насколько они все полностью Башкана группа, или кто-то из них более самостоятельный. Туда входит Карасеня, туда входит КСА, Владимир бывший председатель, туда входит наш депутат с Кангаза. Светлана. Да, я тоже. Дювенжи, да, Дювенжи, прошу прощения. Вот 3 депутата. Группа Петрова у нас 4 человека. Группа, которая в Гагаузии есть, и мы видим, что 3-4 депутата, это Чимпаеш, Железоглу, Тарновский, иногда Лечу, иногда имеют как бы свои позиции. Но вот, например, если группа Петрова не поддерживала бы, как бюджет прошлого года, как бюджет этого года, он мог и не пройти. Потому что даже группа Башкана, если поддерживать будет группу Константинова, там не хватит голосов без группы Петрова. Поэтому группа Петрова сегодня начала именно играть ту роль, которая дает возможность Народному собранию принятия любого закона, любой статьи поддержку Башкана Гагаузии. И вот я себе иногда задаю вопрос. А ведь я голосовал 2 раза, чтобы Петров был председателем Народного собрания. И голосовал тоже из позиции, я с ним имел беседу, потому что он мне тоже говорил, что я не согласен с действиями, с работой Башкана Гагаузии. Ну а сегодня почему они голосуют совместно вместе с Константиновым и поддерживают исполком Гагаузии? Непонятно. Поэтому я, кстати, давно не встречался с Виктором. Последний раз вот даже на сессии его не было. Ну, я лично готов спросить, задать такой вопрос. Потому что если его позиция сильно поменялась, конечно, тогда наши дороги расходятся совсем. Я скажу, что я не являюсь сегодня самым главным оппозиционером Башкана Гагаузии или и того же исполкома. В исполкоме есть и профессиональные люди, подготовленные, которые работают. Я не скажу, что все там так гораздо, все очень плохо. Но мы видим, что иногда прослеживаются какие-то схемы, которые нужно просто останавливать, вовремя останавливать. Башкан Гагаузии остается несколько месяцев. Как говорится, сегодня баррикады делать или громкие заявления, может, и не надо, потому что это завершаешь. Просто депутаты сегодня должны взять под контроль бюджет, финансы, взять под контроль и не допускать, чтобы кто-то мог или задумать какие-то схемы. Поэтому я удивляюсь депутатам. Не Башкану, не исполкому. Они 8 лет работают, как работали, так и продолжают работать. Но новое Народное собрание, которое обещало, что мы это все прекратим, к сожалению, пошла на плаву. И, дай бог, что, может, они справятся еще. Может быть, эти несколько решений, которые они проголосовали, может, это случайность, может, у них другое видение, но я очень надеялся на это. Но если это не произойдет, другого ничего не остается. Следующие башканские выборы нужно объявлять вместе с выбором Народного собрания. Народное собрание, которое идет по такому пути, бесхребетное народное собрание, продажное народное собрание, которое не имеет собственного мнения, она должна идти в отставку.
Она должна идти в отставку и вместе с башкирскими выборами тогда выбрать и депутатов Народного собрания. Я тоже, кстати, тоже готов идти в отставку для того, чтобы выбрали тех депутатов, которые действительно будут работать во благо Гагаузии, не будут защищать различные схемы, которые у нас происходят. Поэтому здесь вопрос в первую очередь Народного собрания, а не Башкану, исполкома. Я их уже очень хорошо знаю, я изучил их и уже говорю, бесполезно бороться. Они уже на пути, они уже собирают чемоданы, их время истекло. Ну что с ними бороться? Все, нужно их отпустить в свободное плавание. Но Народное собрание, почему так? И Петрову такой вопрос. Потому что, если говорить о Дмитрии Георгиевиче Константинове, я сказал, что я ему руку пожал. Потому что он, я скажу, что такой, какой есть. Константинов не поменялся и не поменяется никогда. Я скажу, что он волевой человек. Он имеет свой стержень. Это не тот Ванька, Станька, куда покачаешь. Он имеет свое видение, свои планы. Но он очень хитрый, тонкий политик, который это делает под себя. Он имеет свои интересы, которые защищают конкретно свои интересы. Я честно говорю, что больше люблю иметь дело с такими людьми. То если ты знаешь, что он противник. А не такие, которые рядышками любое время согнулись в разные стороны. Сегодня я Константину еще раз говорю, что вон тех депутатов, которые его сделали председателем, некоторые, которые не были его сторонниками, он их облапошил. И что я могу сказать? Молодец, сыграл правильно. Николай Харламович, то, что происходит в Народном собрании, это внутренние, скажем так, вопросы, которые лежат в повестке дня Гагаузии. Но вопрос определенных взаимоотношений с Кишиневым, он с каждым годом становится все актуальнее и острее, да, потому что проходят какие-то реформы, не учитываются интересы Гагаузии. С каждым годом Гагаузия в результате этих реформ теряет, скажем так, ступень за ступенью, потому что это и налоговая, и другие службы. Сейчас последнее заявление депутатского корпуса о поправках в избирательный кодекс, который внес парламент, и там опять не было учтено мнение Гагаузии по поводу квот, которые уже давно говорят гагаузские депутаты. Если говорить в глобальном смысле, до сих пор были плохие демократы, плохотнюк, в свое время. Потом социалисты не защищали, так во всяком случае говорили большинство ваших коллег прошлого состава, что социалисты не защищали интересы гагаузского народа. Сейчас вроде бы власть поменялась в республике. Может быть, у многих были какие-то ожидания, а ситуация, связанная с полномочиями Гагаузии и политическим статусом и наполнением, все на том же месте. Почему я вам задаю этот вопрос? Потому что, как вы и сказали, мы находимся в преддверии башкирских выборов, и уже по моему журналистскому, то сейчас тема укрепления статуса автономии, после того, как уже будут определены определенные кандидаты, она будет опять, наверное, числиться одна из первых в тех программах и лозунгах, которые будут делать кандидаты. На ваш взгляд, потому что, учитывая ваш опыт работы депутатом парламента, и вы не первый день в политике, почему ничего не меняется в этом плане, без разницы, какая власть приходит в Кишиневе, а все остается на том же уровне? Или уменьшаются все полномочия? Вот видите, мы возвращаемся, как говорится, колесо перекрутилось и пришло на исходную. Когда я был в Демпартии, те люди, которые сегодня, в принципе, намного сильнее поддерживают действующую партию и, в принципе, делают все для того, чтобы поддержать еще сильнее, в то время сильно обвиняли меня, что вот долго находится молдавская партия, демократическая, им это очень плохо для Гагаузии, хотя именно тогда при демократах мы смогли увеличить бюджет до миллиарда. Именно тогда, когда в стране основные налоги НДС и акциз собрали со всех районов, именно тогда по нашей просьбе была составлена комиссия, куда участвовал председатель парламента тогда Корман и группа депутатов, которые мы доказали, что с Гагаузии ни один налог невозможно забирать, потому что есть у нас закон о своем правовом статусе. И у нас остались НДС, акциз, и у нас увеличились трансферты на каждого человека. Потому что во всех районах увеличили трансферты и забрали НДС, акциз. У нас остались эти налоги основные, и увеличились и трансферты. И бюджет в прошлом Башкане был 470 миллионов. Буквально через год-два гагаузский бюджет стал миллиард. Это было при тех плохих демократах, где был Дудоглу. Но несмотря на то, что нам удалось тогда с демократами вместе увеличить бюджет Гагаузии, смотря, что наши полномочия утекают,
Протест этому я ушел из парламента, я ушел из партии, я не принял государственную награду. И несмотря, что я полностью поддержал Гагаузию, голосовал на сессиях фактически чуть не по каждому вопросу против своей же фракции. Ни один депутат такого не делал, кроме Дудника. Да, Дудник вместе со мной голосовал. Меня в Гагаузии обвиняли, что я вот поддерживаю центр. И вот прошло некоторое время, пришли социалисты, вы сейчас сказали, которые обещали все и, к сожалению, ничего не сделали, ничего не вернули. Хотя говорили, что все вернут. Ну, пришли третьи, которые тоже заявляли, что плохие демократы, плохие социалисты, вот мы объединим страну, и русский язык у нас будет везде, и продолжится и университеты, и все остальное, и будем дружить и с Западом, и Востоком в том числе. И получилось что? А получилось то, что сегодня мы видим, что Гагаузия фактически все в Кишиневе воспринимают, что это та зона, которым желательно не ездить, желательно где-то зажать за те рычаги, которые они не могли бы заявлять о себе, чтобы они не имели никаких полномочий. Потому что сегодня центр боится Гагаузии, потому что Гагаузия в любой момент, находясь в таком положении, может заявить о выходе из Молдовы. Поэтому центр сегодня, естественно, что ищет у нас тех людей, которые бы в Гагаузии могли бы быть союзниками. И я скажу, что они нашли. Председатель Народного собрания, я об этом говорил, пускай Константинов не обижается. Я скажу, мы являемся оппонентами, но мы не являемся кровными врагами. Мы друг другу не желаем, как говорится, что-то плохое и остальное. Мы говорим, как есть. Я скажу, что он пошел по тому пути, и председателем Народного собрания он стал при поддержке действующих властей. Если бы действующая власть тогда не поддержала группу Гагаузии, несмотря что Чимпаевич бьет себе грудь, что никакого отношения к ПАСу не имеет, возможно, он и не имеет. Я здесь могу согласиться. Но основная группа и руководитель имеет 100%, и эти встречи с председателем парламента, и дополнительные 2 голоса, которые, не буду называть фамилии, которые все знали, что они не будут голосовать, они проголосовали. Поэтому руководство Народного собрания имеет отношение к сегодняшней партии власти, имеет встречи, и они решают очень многие внутренние вопросы, которые у них есть, но я вижу, что снова, как и вы говорили, не идет возврат полномочий. Разговоры, обещания. И снова я слышу, что в Гагаузии там вернут нам полномочия, вернут там не знаю что. Но тут же после Народного собрания снова депутаты, которые входят в группу, межпарламентскую группу, заявили, что обращение в парламент, что группа имела депутатов, снова нам отказали, как и отказывали все. Я скажу, что пройдя этот длинный путь, будучи в партии, уйдя с партии, будучи независимым долгое время, скажу, что не надо сегодня искать поддержки молдавских партий. Я не скажу, что они наши враги, они наши враги. Но они защищают свои интересы. У них есть те группы, которые лоббируют, есть группы ястребов, которые, в принципе, в Гагаузии не любят. Я не скажу про всех депутатов. Есть депутаты, которые очень хорошо относятся к Гагаузии. Поэтому мы здесь четко должны знать и понимать. Чем крепче будет Гагаузия, внутренняя Гагаузия, чем крепче будут депутаты Народного собрания, будут иметь свой стержень, они наклоняться направо-налево, чем ближе они будут с исполкомом Гагаузии, которые возьмут контроль бюджета, финансы. Я скажу, что в исполкоме есть один фактор. Остальное только взять под контроль финансы, полностью взять под контроль финансы. Тогда исполком фактически будет работать. Ему некуда деваться исполкома Гагаузии, если взять полностью под контроль финансы. Тогда, если даже она захочет что-то нарушать, не сможет. Поэтому здесь фактор один. Народное собрание и исполком должны работать вместе, но Народное собрание должно взять полностью фактор финансы полностью под контроль. От первой копейки до 1 300 000 000, которые сегодня принимаются. Вот тогда будет порядок. Ну а надежда, что власть поменяется в стране и что-то поменяется в Гагаузии, нет. Гагаузия должна быть сильной, и тогда с Гагаузией будет считаться. Только тогда гагаузские вопросы будут решаться, полномочия будут возвращаться. Сегодня страна может говорить одно. Мы же Гагаузии даем трансфер. Мы же даем финансирование. Да, есть несколько проектов, которые вошли. И в реальности, и они могут об этом говорить. Но поэтому сегодня нельзя смотреть, что вот нам нужны финансы. Нам нужно в первую очередь искать политическое решение гагаузских вопросов.
не финансовое, а политическое. После политических решений вопросов будут и финансовые. А у нас сначала пошли фактически финансы по некоторым вещам, мы вам даем деньги, что вы еще хотите. И все, закройте рот и молчите. А нет, поэтому я считаю, что будущее руководство и региона, и Народного собрания, а я все-таки верю, что Народное собрание, чем дальше, там много есть депутатов, которые понимают, что так дальше работать нельзя, пойдет в отставку, что следующая команда, которая придет, и исполком, и Народное собрание вместе с Башканом, смогут создать действительно команду, которая сможет работать. И находить компромисс между центром. Я не говорю, что Гагаузия должна ругаться с центром. Нет, нужно во главу угла ставить конкретные вопросы, конкретное решение основных вопросов. Вопросы не решаются, добиваться их. Есть много путей, есть и дипломатический корпус, есть международная организация. Что у нас так, где-то пробежит, промелькает где-то какая-то статья. И на этом все считают, что все, я свое дело сделал, на этом закончить. Нет, нужно бороться за свои полномочия. Николай Харламович, скажем так, что 7-8 лет назад в Гагаузии существовали, во всяком случае, политический класс, но это мое мнение, был более консолидирован, потому что достаточно вспомнить такие общественные объединения, как «Единая Гагаузия», «Новая Гагаузия», в общем-то, которые играли определенную роль в политической повестке Дня Гагаузии, то за последние годы мы видим определенную разобщенность в политическом классе, который, мы наблюдаем это и на примере, например, разделения примаров, потому что если раньше существовала одна ассоциация примаров, то теперь мы имеем то ли две их, то ли, непонятно. В общем, есть несколько групп примаров, которые даже не способны были объединиться по каким-то причинам в одну общую ассоциацию, как это было и изначально. И сегодня мы находимся в преддверии башканских выборов, и не только башканских выборов, но и на следующий год должны пройти всеобщие местные выборы по стране, где будут избирать примаров и местные советы. То есть это две избирательные кампании. Причин, конечно, было много, почему в Гагаузии произошла такая разобщенность. Да? В том числе, наверное, и не последняя роль была руководство автономии в этом, для того, чтобы иметь такую ситуацию. Сегодня официально еще не объявлял никто о том, что он будет баллотироваться на должность башкана Гагаузии. Но, как минимум, называется в обществе или звучат разные имена и претенденты. Кто-то скрыто, может быть, высказывал свои намерения, но официально еще не было. В условиях этой политической разобщенности, которая есть в Гагаузии, вы видите ту башканскую кампанию, потому что она все-таки будет главнее, чем местные, и будет однозначно раньше, чем местные выборы, потому что, как в Гагаузии принято всегда, потом башкан оказывает определенное влияние, в том числе на исход местных выборов по примарам, и эти примеры мы тоже видели в Гагаузии. Как бы вы охарактеризовали эту ситуацию, связанную с тем, что сегодня нет определенного политического единства в Гагаузии? Начну сначала. Я скажу, что да, действительно, и Единая Гагаузия, и Новая Гагаузия ослабили свое присутствие в Гагаузии. Можно сказать, что они сегодня даже не действуют на регион. А если вспомнить, когда эти организации были очень сильные, несмотря что Единого Гагаузии был руководителем Гагаузии, формально, но мы помним, что Формузал фактически командовал этой организацией. Но в Гагаузии был я. Несмотря что мы являлись оппонентами, во многих вопросах мы не сходились, ругались, но если у нас были вопросы, связанные с центром, мы тогда объединялись, советовались и шли вместе. И Дудоглу и Формузал всегда был вместе по вопросам, касающимся полномочий Гагаузии или решения каких-то других вопросов, касающихся именно нашего региона. Сейчас нету серьезных, сильных организаций. Я скажу, тогда и Новая Гагаузия, и Единая Гагаузия могли вытащить людей. Мы по первому нашу зову мы проводили митинги проводили по 5, по 6 тысяч, и больше, и меньше. И скажу, Единая Гагаузия тоже была сильно готова, могла собрать своих сторонников. И это было огромное количество людей. То есть любой день мы могли собрать действительно очень большое количество людей и высказаться свои протесты, и, в принципе, обратиться к центру, чтобы они видели, что это не просто высказывается один человек, а это, в принципе, массово, это вся Гагаузия. И оно воспринималось. Сегодня вы попробуйте какой-то митинг провести. Я не участвую последние годы в активной политике. Я сделал маленький перерыв, отошел и смотрю со стороны. Иногда выхожу на митинги, могу высказать свое мнение, свое видение. Но я вижу, что
Как эти организации ушли, другой сильной нету. Да, попытки были, и Петров пытается там что-то сделать, но мы не видим массовой организации, которым сегодня люди доверяют, которых они могут выставить. Вытащить людей на улице и принять какие-то резолюции, какие-то решения и обратиться в центр. Центр за этим следит. Спецслужбы очень внимательно смотрят. И они видят, что Гагаузия сегодня практически разделена на много маленьких кусочков. Да, одна часть пытается дружить с центром, другие пытаются где-то позиционировать временно или по договоренности, где-то проявить себя, уйти в тень. Но фактически Гагаузия сегодня, скажу, в этом направлении очень сильно ослабла. Не слышно голоса Гагаузии. Это что касается именно нашего региона в том направлении, которое вы озвучили, что касается именно, что Гагаузия фактически не участвует сегодня, все отошла в сторону. Даже если взять протесты, которые проходят в Кишиневе, даже взять по ценам, Гагаузия не участвует, Гагаузия ничего не интересует. Гагаузия больше ничего интересует, потому что Гагаузия спит. Вот она сегодня в спящем положении. Что будет дальше, мы увидим. Ну, возвращаясь ко второму вопросу, если разделить ваш вопрос на две части, что касается будущих башканских выборов, местных выборов. Скажу, что да, я не намерен в это время спать, я не намерен уйти в тень. И, может быть, с сегодняшнего дня, да, могу об этом сегодня говорить, я начинаю более активную работу для того, чтобы на следующий год баллотироваться. Буду я баллотироваться Башкана или Примара, естественно, что об этом будем решать чуть дальше. Но хочу одно сказать твердо, что считаю, что наше население, наконец-то наверняка должно осознать и понимать, что будущий кандидат Башкана или будущий Башкан Гагаузии, он все-таки должен быть человеком, который ходит по этой земле. Я об этом высказывался, повторюсь у вас, что я считаю, что баллотироваться должны те люди, которые минимум 5 лет жили в Гагаузии, и минимум 5 лет будут жить после того, когда они уже не будут башканами. Для того, чтобы они знали ситуацию и все знали, кто этот человек. Не просто пришел откуда-то с деньгами, с поддержкой и неожиданно стал башканом Гагаузии, и никто не понял, и никто его не знает. И после, как срок закончился, он уехал за границу и спрашивать не с кого. А именно человек, которого все знают, и человек, который дальше останется. Вот я был примаром Камрата, да, почти 12 лет. Я последние выборы не выиграл. Но я хожу по Камрату и скажу, что огромное количество людей, с которыми я встречаюсь, разговариваю. И многие люди мне говорят: Николай Иванович, а мы помним, там хорошо, там, может, не очень хорошо, но вы молодец, то-то, то-то. Я не бегу с Камрата, я отвечаю за свою деятельность, в которой я работал. Я не прячусь от людей, я открыт. И скажу, что я доволен. Я доволен, и я, если дам свою оценку своей работе, я скажу, наверняка, я не очень плохо работал. Я не скажу очень хорошо, наверное, я не очень плохо работал. А может быть даже хорошо, потому что люди воспринимают мою работу, которая прошла, нормально, потому что они со мной общаются. Вот так и башканские выборы приближаются, нам нужно сегодня четко смотреть. Будущий башкан, хватит уже, говорится, наступать на эти грабли. Должен человек быть отсюда, который здесь живет, который корни здесь его. Вот я встречался пару дней назад на базаре, и мне люди говорят: Николай Иванович, вы переехали на новый дом. Я смеюсь и говорю: да, конечно, 30 лет его строил, переехал. Но строил-то, в принципе, не дом. Когда-то у меня был спортивный лицей-интернат частный, в маленьком доме, где у меня было 15 ребят. И тогда я начал строить большой интернат, для того, чтобы вместилось сюда 50-100 человек. Благодаря при поддержке и властей Гагаузии, и премьер-министра Тарлева, я добился, что спортивный лицей-интернат открылся государственный. Мы перевели полностью все, что было у меня имущество, и ребят в государственный интернат. И то здание, которое я строил для интерната, фактически освободился, и я смог там построить дом. Да, начинал его большим, поэтому пришлось его уже заканчивать таким, как есть, что интернат должен был быть большим. Но и сегодня я его закончил. Но это тоже один из факторов. И тоже те будущие башканы, мы должны видеть, что их дома здесь есть. Их дома не в Турции, не в Хорватии, не квартиры в Великобритании или где-то в другом месте. Если человек построился здесь, его семья здесь, жена здесь работает, здесь учились, и вернуться обратно назад сюда, да, это говорит о том, что этот человек от Гагаузии, от гагаузского народа никуда не убежит. Вот они имеют право баллотироваться. И я считаю, что для того, чтобы принять окончательное решение, буду я баллотироваться или нет, я четко говорю, что я хочу посмотреть,
Кто же будет баллотироваться? Я предлагаю всем кандидатам Башкана в Гагаузии, те, которые живут в Гагаузии, объединиться в один блок. Это, я скажу, что без этого ни у кого не получится. Гагаузия раздроблена. Только вместе мы сможем выиграть сегодня у тех, которых отправляют с центра, тех, которые поддерживают извне, и те, которые вернутся с большими сумками, набитыми для того, чтобы наш народ еще раз купить и обещать большие программы. Я считаю, что люди уже достаточно доверяли. У нас обещали один раз 11 заводов, нету. Обещали аэропорт, электростанции, где они? Нету. Поэтому сегодня не надо больших программ. Я четко перед собой ставлю задачу, что если такая группа кандидатов будет, войти в эту группу и сказать одно, что мы должны поддерживать наше население. Не надо громких слов, просто нужно, чтобы люди поверили, что мы дадим возможность, чтобы они спокойно жили в нашем регионе, растили своих детей, что они были сыты, обуты, жили в тепле. Да, это самое главное. Я основным инвестором Гагаузии должен стать житель Гагаузии, наши предприниматели. Нечего искать сегодня со стороны. Приедут немцы, приедут другие, я извиняюсь, сказал немцы, неважно с какой стороны, и они дадут нам деньги и будут развивать нашу экономику, инвестировать средства, значит, открытие рабочих мест. Да нет, нужно поддержать наших людей, которые здесь живут. Не надо стесняться им поддерживать. Конечно, проекты, которые у нас были, когда деньги пришли европейские, что развитие раков и в таком направлении, об этом забыть. Нельзя об этом говорить. Именно те направления, которые у нас есть. Поэтому я жду, чтобы образовалось, что хотя бы заявились кандидаты в Башканы, именно местные люди, которые любят Гагаузию. Я готов с ними встречаться, готов обсуждать, готов совместно сделать блок, готов, если надо, значит, перед выборами сделать опрос. У кого будет рейтинг, поддержать того человека. Будет мой рейтинг, просить, чтобы меня поддержали. Будет у кого-то выше рейтинг из этих местных людей, которые живут в Гагаузии. Я готов сам поддержать. Конечно, если мы зайдем на выборы все, ну, наверняка будет очень тяжело, потому что кандидаты, которые придут с большими деньгами, с поддержкой центра, наверняка будет сильно, ну, конкуренция будет очень сложная. Поэтому я еще раз говорю, что те люди, которые любят Гагаузию, те люди, которые живут и хотят дальше в Гагаузии, пускай идут на выборы. Давайте объединимся, ставим. Что касается лично меня, пойду, не пойду, я скажу, что скорее да, чем нет. Но я сегодня знаю ситуацию больше в Камрате, немножко в Камратском районе, но я не знаю полностью ситуацию в Чадарлунском и Вулканических районах. Поэтому естественно, что есть время для того, чтобы встречаться, изучить и встречаться с будущими кандидатами, для того, чтобы вместе сформировать группу. Николай Харламович, несмотря на то, что дата выборов была определена депутатами, ну, наверное, уже полгода, приблизительно, да, несколько месяцев. О том, что выборы состоятся 30 апреля, на ваш взгляд, почему до сих пор, ну, еще никто конкретно не объявил о том, что он баллотируется? Потому что осталось, 3 месяца, 4, то есть это, если учесть, что 2 месяца идет активная избирательная кампания, то есть когда уже разрешена агитация в СМИ и так далее, то выборный процесс уже как минимум должен был определиться или должны были быть заявлены те кандидаты, которые уже, себя бы позиционировали как кандидаты на должность Башкана. Но пока никто об этом четко не заявлял. То есть все предполагают, кто-то делает заявления, которые скорее да, скорее нет, как и вы, но никто не объявил четко, что он идет на выборы Башкана. Знаете, почему это? Вы вначале сказали, что, например, было 2 большие общественные организации. Новая Гагаузия и Единая Гагаузия. И всегда на территории Гагаузии была левая партия, были коммунисты, социалисты. И, в принципе, 3 основных кандидата, которые участвовали на выборах, и ясно, кто-то из этих кандидатов мог выиграть. То сегодня исчезновением этих общественных организаций, ослаблением левого сектора, коммунисты сегодня не такие сильные, социалисты мы видим, что они тоже раздроблены, хотя как бы еще есть, но тоже раздроблены. Сегодня они не в руководстве страны. И естественно, что сегодня очень много кандидатов. И все понимают, что нет явного лидера. И все сегодня высчитывают, если пойдет, для того, чтобы не опозориться, для того, чтобы посчитать, где он сможет набрать голоса. Поэтому кандидатов, скорее всего, что будет много, будет большая борьба. Но уже предварительно в каждом районе, я уже слышу от многих, что в Вулканежском районе есть 3 человека, в Чадарлунском районе есть 5,
Камрадском есть 3-4, это уже больше 10, да, 10-12 человек, которые готовы баллотироваться. Сколько из них реально баллотироваться, будем, я думаю, что осталось очень мало времени. Но есть еще один момент. Мы, в принципе, думаем, что выборы будут в апреле, и Народное собрание назначило дату. Но я скажу, что тот союз, который образовался сейчас между руководством Народного собрания и Башканом, они не перенесут ли они еще на 2 месяца дальше? Не будет ли оно в мае-июне? И это знак тоже вопроса. Потому что вроде бы пока об этом ничего никто не говорит, но и до выборов еще есть время. Потому что это, в принципе, делалось не при поддержке, а наоборот, Башкан в этом не участвовал, а наоборот, Башканова загнали в угол тогда. Она против того, что был в апреле, а назад, что было в июне выборы. Поэтому тогда Народное собрание принимали такое волевое решение. Группа Петрова тогда поддерживала, я даже спрашивал Виктора, он, значит, будет баллотироваться, и эта дата устраивает, его дата его устраивала. Скажу, что видя вот эти вещи, которые с Петровым происходят, потому что я, честно говоря, даже и не думал о башканских выборах. Но видя то, что сегодня Народное собрание творится, и эти группы снова объединяются все вместе, ну, наверняка молчать нельзя. Поэтому я решил, что, ну что ж, давайте мы, во всяком случае, не будем в тени. Или будем сами участвовать, или поддержим какую-то группу, которая будет сильна, которая готова выиграть. Но очень мы снова, значит, повторяюсь и высказываюсь, очень бы хотелось, я обращаюсь сегодня всем нашим жителям. Я не говорю про Дудову. Я говорю про кандидата Башкана, человека, который знает Гагаузию, которого вы все знаете, человек, который жил здесь, живет здесь, дом у него здесь, корни его здесь, семья его здесь, и который не намерен уезжать. Выбирайте такого человека. Только тогда есть будущее Гагаузии. В чем? Поверьте, что за 4, даже за 8 лет мы не изменим полностью Гагаузии. Но перенаправить ее в правильном направлении и передавать власть дальше таким же людям, я скажу, что тогда мы изменим ситуацию. Тогда Гагаузия действительно будет самым красивым, самым сильным экономическим регионом. Потому что сегодня я вот много езжу по стране и встречаюсь, говорят, у вас в Гагаузии так хорошо. Знаете, ну, сделали такую ширму, много различных концертов, мероприятий, фестивалей, и это рекламируется по молдавским телевидениям, и люди, да, довольно 30 километров дальше, думают, что в Гагаузии у нас чересчур хорошо, а выйди сегодня на площадь, все кричат караул. Николай Харламович, вот что касается выбора Башкана, у меня будет последний вопрос к вам. Какова будет роль центральных властей в нынешних выборах? Потому что, ну, тоже бывают разные периоды, да? Мы помним последние выборы Башкана, и, ну, будем откровенны, что без влияния тогдашнего президента и партии социалистов исход выборов мог быть бы другой, потому что мы помним и как участки работали до 11, и, в общем-то, и победитель выборов объявлялся до того, как оканчивалось официальное голосование. То есть разные вехи были в башканских выборах Гагаузии. На ваш взгляд, какова будет роль нынешней правящей партии в этих выборах? Ну, сильнее всех участвовали в наших выборах, конечно, социалисты. Коммунисты тоже участвовали, в принципе, помню, у нас целый переворот во времена Крайтора, которые произошли. Но при времена социалистов, и когда первый раз Башкан власть выдвигалась, мы помним, сколько гостей было, и участие Дадона, и второй раз очень сильное было участие, и как и вы уже об этом говорили, что выборы у нас шли до 11 часов, это незаконные выборы, и некоторые раз говорят, вспоминают выборы первый раз, что там тоже не было 50%, потому что очень затянули эти выборы. Но говорить о сегодняшней власти, я скажу, когда выборы Народного собрания начались у нас, вот сколько там, год назад, не было видно ПАС. Не было видно команды Майсан. И выборы сами прошли без них, они не вмешивались. А вот выборы председателя, ну, наверняка не выдержали. Вот они вмешались. И сегодня выборы Башкана Гагаузии говорит, что они не будут вмешиваться, я об этом уже не скажу. Хотя вот в начало было, что они не лезли в Гагаузию. У них здесь нет особо большой поддержки, и они как-то Гагаузию оставляли сами убирать, как хотите. Но при этом испугались, что может быть наверняка у руководства Народного собрания более сильный политик, который будет четко, жестко будет отстаивать интересы Гагаузии и не будет идти на какие-то компромиссы, может быть, даже более радикальные, так скажу.
Ну, а сейчас наверняка центр будет бояться, тем более мы видим, что творится на Украине. И я вижу во многих прессах кишиневских, где говорят, что Гагаузия очень сложный регион для центра, даже сложнее, чем Приднестровье, что если война приблизится к Одессе, что Гагаузию воспринимают уже немножко очень так, не очень хорошо, чтобы далеко не ходить, не очень хорошо. И наверняка центр будет, как говорится, очень сильно внимательно следить за всеми кандидатами, которые будут выдвигаться, а может даже кому-то, возможно, не разрешат, потому что, скорее всего, что наверняка при регистрации будут какие-то документы, которые будут разрешения, связанные с коррупцией или еще с какими-то организациями. Поэтому я могу планировать, думать, что и, возможно, кто-то и не попадет на выборы. В прошлый раз, на последних башканских, власть гагаузская использовала, что фактически никто не баллотировался. Помните, никто не баллотировался, потому что все считали, что эти выборы незаконные, потому что они тогда пошли на то, что сократили количество людей. Сегодня гагаузская власть, потому что второй раз, третий раз они не могут баллотироваться, будет делать все возможное, чтобы провести своих кандидатов, для того, чтобы в дальнейшем не вспоминали сегодняшние, вчерашние дни, что было много разговоров о коррупции, которые они будут бояться, что придет новый башкан, который будет проверять, куда исчезла пшеница, другие ресурсы. Поэтому, естественно, что гагаузская власть тоже будет участвовать. Кто будет сильнее участвовать? Я думаю, что гагаузская власть будет посильнее, чем кишиневская. Кишиневская будет контролировать самых радикальных депутатов, радикальных кандидатов, которые бы не пришли к власти. Кого назвать радикальным, я не знаю, потому что в Гагаузии радикалов нет, патриоты есть. Но в Кишиневе иногда и патриотов называют радикалами. Вмешательство извне. Если мы помним, что власть пришла на полной поддержке тогда российских информационных служб и других организаций, что у нас появлялись тогда депутаты, певцы и все остальное, то я не вижу сейчас влияния сильное со стороны России на будущие выборы. Может быть, это будет чуть дальше, но пока я не вижу. Со стороны западных, например, посольств, пока тоже нет. Ну что ж, поживем, увидим. Я благодарю вас за сегодняшнее интервью. Напомню нашим зрителям, что это было интервью с депутатом Народного собрания Гагаузии Николаем Дудогло. Оставайтесь на информационном портале LoveMD и будете в курсе происходящих событий.